В этом году любителей зимних видов спорта порадовал снег в горах. Вооружившись лыжами и сноубордами, десятки туристов отправились обкатывать трассу в Цеи. В связи с этим работы прибавилось сотрудникам МЧС. Они следят за безопасностью людей на склоне и на канатной дороге. Спасатели провели специальные учения. За считанные минуты они спасли девушку, которая, по легенде, накрыла лавина. Сабина Гатагова продолжит. По данным представителя канатно-кресельной дороги, на горнолыжном склоне сошла лавина. Попали двое горнолыжников. Есть вероятность, что на них были лавинные датчики. К поиску приступить. Медлить нельзя, на счету каждая минута. В помощь спасателям лавины датчик бипер. Устройство создает вокруг себя электромагнитное поле и получает сигналы на определенной частоте. Ее не заглушает даже толстый слой снега. Так можно оперативнее найти человека под лавиной. Жива, давайте быстрее откапываем. Пульс имеется. А здесь, по легенде, из-за короткого замыкания вышла из строя электроподстанция. Девушка оказалась заблокирована на канатной дороге. Сохранять спокойствие в чрезвычайной ситуации человеку всегда непросто. Поэтому спасатели должны оказать и психологическую помощь. Одновременно со специальным снаряжением эвакуируют потерпевшую. Травмы на горнолыжном курорте случаются часто, на учениях отрабатывают и транспортировку. При спуске с горы девушка сломала ногу, спасатели оказали первую помощь. Активный отдых – это в первую очередь безопасность, поэтому такие учения проводят часто. Работа эта очень важна, конечно, потому что, как вы видите, отдыхающих с каждым годом все больше и больше приезжает. И уровень профессионализма катания отдыхающих, он разный. Поэтому спасатели здесь постоянно дежурят. Мы для этого проводим тренировки, чтобы оттачивать навыки, профессионализм и умение спасателей, оказывать вовремя помощь. Сотрудники МЧС в Цеи дежурят постоянно, проводят профилактические беседы с туристами о безопасности в горах, чтобы люди уезжали только с положительными эмоциями и обязательно захотели однажды снова вернуться. Сабина Гатагова, Лана Бзыкова. Новости Осетии.